кажется, ты много-много делаешь, а потом в итоге результата-то нет, ну, того, о котором я мечтала. Я стала думать, почему так? И прочитала одну интересную статью, не помню кого, честно говоря, где было одно простое решение. У нас есть стратегическая цель, да, та цель, которую мы хотим. И мы обычно в суете дней забываем про эту цель и делаем горящие дела, но не делаем дела, которые ведут нас к самой главной цели. И автор предложил очень простую механику – написать 3 шага, которые нужно делать каждый день. То есть, например, вы хотите много зарабатывать, да? Но много зарабатывать, вот вы с утра проснулись и помните, так, мне надо много зарабатывать, и что? Ну, как бы что сегодня-то вам сделать? Вы хотите много зарабатывать. И автор предложил, подумайте, какие 3 простых шага нужно делать каждый день, чтобы достичь этой стратегической цели. Я когда подумала, что раз остальные механики для меня не работают, тайм-менеджмент и все прочее не для меня, может быть, такое простое решение мне поможет. Я написала себе 3 простых решения, ну, то есть 3 действия, которые я должна сделать каждый день. У меня цель, знаете, какая была? Я когда работала организатором мероприятий, и по работе я должна была привлекать крупные бюджеты в проект, спонсоров. И у меня не получалось, то есть я звонила, писала, дайте денег, и что-то вот я прям чувствовала, что вот, не идет. И когда я прочитала этот совет, что выпишите 3 простых действия, я выписала себе, так как тогда проект касался интернет-маркетинга, все мои спонсоры, они жили в интернете, ну и живут до сих пор, слава богу. И я поняла, что это для меня решение – добавить всех спонсоров в Facebook и работать в интернете. Так как я организатор мероприятий, кто организовал хоть раз мероприятие, поднимите руку. Ну вы знаете, да, наверное, как все горит, кони бегут, все плохо, некогда писать один пост про работу, вот некогда, потому что все тебе звонят. Некогда добавлять клиентов в социальную сеть, некогда, потому что есть дела поважнее. И некогда комментировать и лайкать фотографии спонсоров. Ну, некогда это делать, потому что есть, потому что кажется, что это ерунда. Вот. Я же, когда села и придумала, что моя стратегическая задача привлекать крупные бюджеты, так как я не могу это сделать с помощью звонков, с помощью писем, я решила, я, в общем, распечатала, выписала эти 3 действия, приклеила на монитор и просто не начинала работать, пока я этого не сделала. Вот мне все звонят, шеф психует, у меня были такие сильные конфликты на эту тему, потому что, у себя внутри, потому что, это такая мелочь, но какой же был результат? Вот это, тут написано, ставь лайк, если в детстве мечтал стать космонавтом, а стал тем, кто ставит лайк. Это вот мое было внутреннее ощущение, когда я решила для себя делать эти 3 простых шага. В результате я добавила 300 спонсоров и стала писать 1 пост с утра. Это была мука просто, потому что я не знала, я не умела писать, я не знала, как это делать. И первый мой пост, я вот до сих пор смеюсь над ним, я просто сижу, а я себе обещала, что я не начну работать, пока не сделаю эти 3 простых действия. И, в общем, я сижу и смотрю, на полу лежат, знаете, такие роллапы, это вот рекламные баннеры. Я решила их сфотографировала и разместила в Фейсбуке, написала: мы готовимся к мероприятию. И представляете, мне начали комментировать эти спонсоры, что ух ты, какой у вас пол классный, а что за баннер? Я поняла, что так вот оно и есть решение. И представляете, конечно, это не с одного поста, не с 3, я работала над этим целенаправленно, день за днем. И спустя 3 месяца ко мне пришел первый клиент, крупный, который действительно заплатил хороший взнос. Потом я получала, допустим, знаете, идет сходящий звонок от клиента, ты знаешь, что он хороший, толстый, жирный, ты начинаешь ему рассказывать, он мне говорит: так я читаю ваши посты, я все знаю, вы такие классные, а мне вот это понравилось, и это, конечно, мы вам заплатим. То есть
на самом деле у меня была стратегическая задача, и благодаря вот этим небольшим действиям каждодневным я решила эту задачу. Но единственное, конечно, это надо делать действительно каждый день. То есть без разницы, что там у вас. То есть вы поэтому это так и работает. И самое интересное, что постепенно у меня, благодаря этой методике, стали появляться другие бонусы. Например, ко мне стали добавляться друзья. То есть, так как они видели, что я пишу хорошие посты, у меня образовалось комьюнити достаточно большое. Так как я писала каждый день, я натренировалась наконец-то писать, я стала писать статьи. Вот, думаю, что надо уже книгу начинать писать, то есть я стала уже блогером, уже больше 100 статей написала, и, в принципе, мне это тоже принесло очень большой профит, часто куда-то приглашают, и, в принципе, очень много бонусов получается. Из этого выросли мои собственные мероприятия, то есть когда я была наемным работником, благодаря тому, что у меня набралась база людей, я смогла на этой базе сделать мероприятие и, в принципе, уйти из наемного труда и делать свои какие-то события. Ну и, соответственно, за 1,5 года, благодаря вот этой базе, благодаря вот этой фейсбучной активности, я провела 65 мероприятий. Ну, неплохо, да, вот как бы от 3 простых действий к большому результату. Другой вопрос, что на это понадобилось 3 года. Подходит ли это вам? Это вам решать. Но я считаю, что решение стратегических задач – это самое важное, потому что, в принципе, я каждый год пересматриваю свои задачи. То есть у меня висит этот документ перед рабочим столом, и прежде чем вот я с утра встаю, подхожу к компьютеру, смотрю на эти 3 действия, сейчас они у меня выглядят совершенно не так. То есть у меня сейчас, ну я в конце расскажу, после того, как вы напишите свои. Кстати, да, давайте потренируемся. Какие 3 действия можно совершить, чтобы привлечь крупных клиентов? Отвечаем. Какие варианты есть? 3 простых. То есть, смотрите, это должно быть несложно, просто, но каждый день. Реклама сначала. Реклама. В чем она? Нет, вот вы с утра проснулись, вот что вот сегодня вы, допустим, должны сделать, чтобы, что касаемо рекламы? Заинтересовать его как-то. Так, а конкретнее, в чем это будет выражаться? Вот сегодня, вот вы сейчас здесь сидите, что вы можете сделать, чтобы заинтересовать? Рекламу. Нет, реклама – это сложное понятие, да, такое, оно какое-то расплывчатое. Вот вы сейчас, как бы, сегодняшний день, вот у вас уже… Знать, что конкретно ему интересно. Так, ну вы-то что должны сегодня сделать? Одно, ну, как бы, вот смотрите, у нас цель – получить крупных клиентов. Нам нужно понять 3 простых действия, которые мы должны совершать каждый день, чтобы этот крупный клиент у нас появился. Подсказываю. Например, загуглить в новостях, кто у нас там в топе компаний по вашей тематике, и связаться с этой компанией, с одной. Реально? Нет? Сложно? Получится ли связаться с этой крупной компанией? С одной можно за день? Но не факт, что получится. Ну, это понятно, что… с теми людьми, кто принимает решения в этой компании. Если вы решили, что у вас получится, если вы решили, что у вас не получится, вы в любом случае правы. Знаете, да, такую поговорку? Давайте будем говорить о том, что мы молодцы, мы можем все, так как у меня доклад так называется, что если вы фрилансер, вы можете все. То есть, смотрите, если вы хотите стратегическая задача получить крупного клиента, если вы будете связываться в день хотя бы с одним, хотя бы неудачно, с кем-то удачно, сколько у вас их будет таких? За 30 дней вы получите базу с 30 клиентов. Ну, имеется в виду, вы будете составлять уже планомерный график. И за год это 365. Если вы будете связываться с 0 клиентов, да, ну, имеется в виду не крупных, то вероятность того, что к вам придут, как бы не очень. Можно поставить такую задачу? Реально это сделать за день? Реально. Так, еще думаем, 2-й пункт. Какой может быть? Из этой же тематики либо деловой квартал, либо бизнес и жизнь смотреть физических лиц, кто активничает и является топ-менеджером. Ну, Да, и та же тема связаться. Да. Ну или хотя бы понимать их ментальность и круг интересов. Ну, то есть, правильно я понимаю, что мы смотрим по нашей тематике какого-то одного человека и стараемся с ним завязать какие-то отношения и как-то на него выйти?
да? Но мы исходим из того, что, допустим, наши услуги, которые мы предлагаем, это нечто, что любым секторам экономики подойдет. Поэтому я не сужаю круг поиска только какой-то сферы. Понятно. Ну, отлично. Еще третий вариант. Какой может быть? Мы сейчас обсуждаем простые шаги на каждый день. Стратегическая цель – это крупный клиент. Что мы можем сделать? Мы можем еще пойти на выставку. Хорошо же? Пойти на выставку и познакомиться. Там часто, кстати, я как организатор мероприятий вам сливаю такую уникальную информацию. В первый день в начале выставки обычно присутствуют директора, руководители компаний, которых вы просто так нигде не найдете. То есть, если у вас есть задача выйти на директора, руководителя, скорее всего, он присутствует в начале первого дня выставки и курирует размещение стенда, смотрит, как все работает, и вам будет очень легко лично с ним познакомиться. Так, ну все, давайте еще задание. Если у нас цель стратегическая, это заняться своим здоровьем, какие 3 простых шага каждый день мы должны сделать, чтобы в итоге достичь этой цели? Не пользоваться лифтом. Отлично. Еще второе решение на каждый день, чтобы стать здоровым. Пить с утра стакан воды. Пить с утра стакан воды. Молодцы, вообще я чувствую все, пошел процесс. Так, третье решение, чтобы достичь стратегической цели за один день. Так. Ложиться спать в 10 часов вечера. Отлично, мне нравится эта цель. Вот, все. Дальше пойдем. Цель. Работать 3 часа в день с тем же доходом. Как нам достичь этой цели? Что мы должны делать каждый день? 3 часа работать, Так, отлично. а остальное время не работать. Так. То есть, правильно я понимаю, что мы себе ставим очень четкий график. Только 3 часа в день. И мы прям вот заставляем себя быть из эти 3 часа продуктивными. Выбрать высокомаржинальное дело. Так, то есть мы повышаем цены в несколько раз, чтобы работать 3 часа в день и остаться с этим же доходом, правильно? То есть просто мы пишем, что вторая задача умножить прайс там, и говорить такую-то цену. У меня, кстати, стоит эта задача, она реально работает, потому что когда тебе пишет клиент, и ты думаешь, хочется назвать чуть-чуть маленькую цену, потому что проект интересный, все здорово, а потом ты смотришь на свою задачу дорого делать, и ты пишешь ценник дорогой, кто-то, да, отваливается, но когда соглашаются, и прям такая бодрость, и прям так гордишься собой, понимаешь, что действительно работает. Какая еще третья может быть задача на день? Ну, не отвлекаться в эти 3 часа, то есть заниматься только работой. Например, я не знаю, не сидеть в социальных сетях эти 3 часа. Ну да, если вы поняли, что не получается, что у вас есть какая-то проблема, то есть вы можете действительно себе поставить задачу, что вот вы там, есть же разные методики, там, допустим, ставить таймер, ставить блокиратор. Отлично. Так, это уже мои цели, да, то есть хочу поделиться. У меня сейчас на год стоит цель развивать свои проекты. Я решаю это с помощью таких 3 действий каждый день. Знакомиться с одним человеком в день. Почему это мне нужно? Потому что организация мероприятий без широкого круга связи вообще нереально невозможно, потому что все время нужно помещение, нужны спикеры, нужны участники. Как вы думаете, я решаю эту первую задачу? Легко и просто. Ко мне добавляются в социальных сетях люди, к вам, наверное, тоже. И я просто им в ответ пишу: «Добрый день, давайте познакомимся». И хоп, у меня уже задача выполнена. За год, естественно, если человек мне отвечает, если не отвечает, то задача не выполнена. Но, в принципе, это очень просто. Я веду базу контактов и туда аккуратно все ответы вбиваю. И таким образом у меня база растет, ну, за год несложно посчитать, 365 новых контактов, это уже серьезно. Отвечать тут же клиентам. В общем, я поняла, что у меня есть большая проблема. Мне клиент пишет потенциальный, я начинаю думать. То есть у меня какие-то дела, еще что-то. В общем, иногда я могу ответ там 1,5-3 недели затягивать. И когда вот у меня один клиент просто клещами у меня вытащил прайс и давай поработать,
я поняла, что мне нужна эта задача. То есть, когда мне пишет человек запрос на какой-то проект, я бросаю просто все и готовлю ему тут же предложение. То есть, вот, допустим, сейчас у меня как раз ведутся переговоры о мероприятии. Я в течение 40 минут отправила индивидуальное предложение по организации бизнес-завтрака. Я собой очень горжусь, потому что москвич, они не работают в таком темпе даже, то есть он мне так обрисовал задачу, я ему конкретно уже расписала документ, отправила, и в принципе результат, я думаю, будет хороший, потому что вчера связались, и все вроде, это тоже работает. Ну и третий момент, не прекращать делать свои проекты, это, наверное, больше про провалы, да, то есть мы все хотим, чтобы каждый раз было все успешно, идеально, чтобы много денег, но иной раз получается, что не всегда получается то, что хочется, и часто, ну, допустим, один из моих проектов я прервала на полгода, ну, как-то говорят, заморозила, то есть мне не понравилась его эффективность, меня как-то вот, и все, и полгода просто одной линейки мероприятий у меня не стало, и в конечном итоге я очень сложно его опять начинала, потому что, знаете, это как шкаф, вот вы хотите шкаф подвинуть, очень тяжело, да, его с места сдвинуть, но стоит его чуть-чуть дальше так подтолкнуть, он идет уже по инерции. Ну, не всегда, конечно, но в целом. И тут то же самое с проектами. Если вы останавливаетесь, у вас прекращается вот эта вот энергия, чтобы второй раз его толкнуть, надо больше усилий. Итак, я думаю, хватит разговаривать. Сейчас у вас есть 3 минуты, чтобы написать свои 3 цели. То есть имеется в виду 3 действия, которые нужно делать каждый день. У меня приготовлены небольшие подарочки для самых смелых, кто сможет зачитать свой подход. 3 простых действия. Итак, не теряйте времени зря, я думаю, вам пригодятся эти заметки. Всего 2 минуты на задание.